Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Савина Сая. Я ученица 9 класса Харинской школы имени Георгия Николаевича Теряева. Тема моего доклада – производство карманной кожи из мясокостного отхода от распиловки мяса. Каждый год с наступлением первых холодов в Японии начинает с убой домашнего скота. Жители нашей страны начинают готовиться к зиме, и большинство из них обращаются к услугам распиловки мяса. Мы заметили, что при распиловке мяса образует достаточно большое количество мясокостных опилок. Актуальность. Возможно переработка отхода от распиловки мяса и использование их в производстве какой-либо продукции. Цель. Переработки использования опилки от распиловки мяса. Задача работы. Изучение питания кошки, изучение искусства корма для кожи, исследование опилки от распиловки мяса, использование опилки и приготовление кошачьего корма. Гипотеза. Готовая корма для коши, которая состоит из различных минеральных добавок, продается в магазинах дорого. Если мы используем отходы для распиловки мяса, то получим корм, который является натуральным питательным продуктом для сбалансированного питания кошек. Объект исследования опилки от распиловки мяса. Правильное питание кошек. Кошка – необходимый животный белок, который содержится в говядине, рыбе, сыре и яйцах. Углевод содержится в пшеничных едах, крупах, витамины нужны для развития организма. Кальций необходим для укрепления костей. Готовые корма для кошек делятся на 4 вида: эконом-класс, премиум-класс, холист и диетический. Но у нас в Якутии распространены только корма эконом-класс, супер-премиум. В нашем селе жители пользуются услугами распиловки мяса. Занимаются этим трое. Они поделились с нами информацией и рассказали, что любой может забрать мясокостного отхода, распил своего мяса и в основном собирать те клиенты, у которых есть домашние питомцы. Количество и качество отхода зависит от вида и веса мяса. При распиловке полутуши жеребятин весом 32 кг получить 830 грамм отхода, а из 30 кг полутуши жеребятин получить 400 грамм мясокостного отхода. В среднем с 1 кг жеребятин получается 25 грамм, а из 1 кг говядины 12 грамм. Таким образом, установили, что из туши жеребятин получается немного больше, чем из туши говядины. Сейчас у многих дома есть кошка. Чтобы узнать, насколько правильно кормим мы своих питомцев, мы провели опрос среди 42 учителей в частной школы. По итогам анкетирования выявили, что большинство кормят своих питомцев остатками со стола. Основная пища владельцев готовый корм эконом-класс. Мы предполагаем, что они выбрали из-за доступности и отсутствия других кормов магазина. В нашем селе они продают готовые корма. Большинство покупает верхнеплюс или заказывает корм. 61% опрошенных ответили, что приобрели корм у местного производителя. Приготовление корма. Для изучения безопасности использования мясокостного отхода распиловки мяса на производство пищевого продукта мы проконсультировались с ветеринаром, знали, что мясокостная опилка говядины очень вредны для кожи. Ее можно давать в неделю 2-3 раза, как ларос, а не как основной рацион питания. Отходы распиловки от свиньи и жеребятин категорически запрещены. Они вызывают диспария, расстройство пищеварения, ожирение и спровоцируют болезни. И собственное приготовление сухого корма для кошки мы обратили в YouTube-канале. Изучив несколько рецептов, мы приготовили отходы распиловки мяса 5 продуктов. Корм номер 1. Опилка дается в сыром виде. Предлагаю давать опилка шпаркером, чтобы не заразить гельминтами. Корм номер 2. Опилка, муку, мед, яйцо, щепотка соли, все перемешивать в ванне хоть 20-25 минут при температуре 180 градусов. Корм номер 3. Опилка, овсяная крупа, яйцо, растительное масло, все перемешивать в ванне хоть 20-25 минут при температуре 180 градусов. Корм номер 4. Опилка, морковь, манная крупа, рыбий жир, перемешиваем в ванне хоть 20-25 минут при температуре 180 градусов. Корм номер 5. Опилка, скорбиновая кислота, желатин. Желатин оставляем на 1 стакан молока, оставляем на же корм, дается в сыром виде. Исследование. У нас есть кошка по кличке Маргита. Ей уже год. Она в основном питается готовым кормом Вискас. Моя кошка исследует продукции, предположая корм под номером 1,5. Для полного и точного результата приготовленный корм мы отдали еще 6 другим котятам.
По результатам исследования пришли к выводу, что кошки питаются отходом своих хозяев, съедают все без остатка, а кошки даже готовый корм предпочитают корм на сыром виде. Заключение. В ходе работы пришли к таким выводам. Установили, что при расходе 10 кг мяса получается примерно 100 или 200 грамм високосного пила. Путем анкетирования установили, что большинство людей, которые покупают наш готовый продукт, самостоятельно приготовили несколько кормов для кошек из високосного пила, полученные при распиловке мяса. Преимущество корма собственного приготовления. 100% натуральный продукт с большим количеством мяса. Результаты шли только на приобретение остальных малых круг, моркови и что в сумме ради меньше затрат для приобретения готового корма. Планы на будущее. Рассказать ребятам о результатах нашей работы и дать рекомендации о правильном питании кошки. Провести анализ високосного пила на содержание ферментов для более полного и точного анализа количества используемых продуктов для